Новый год без долгов, девушки платили налоги? Да, конечно. Срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря, но это не снимает с налогоплательщиков ответственности. Наоборот, платить все равно придется, только к сумме добавится пени. Работники инспекции еженедельно посещают торговые центры с целью информирования граждан о необходимости исполнения налоговых обязательств. Прямо на месте сибайцы могут узнать порядок начисления имущественных налогов, действующие льготы для определенных категорий населения, получить разъяснения по работе электронного сервиса на официальном сайте Федерации налоговой службы России, позволяющего людям не только контролировать состояние своих расчетов с бюджетом, но и получать и распечатывать уведомления, квитанции на уплату платежей, оплачивать задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию. В связи с этим налоговая инспекция проводит акции под названием «В Новый год без долгов». То есть мы дежурим в торговых центрах, а также в субботу с 10 до 3 работаем на центральном офисе Маяковского 31/1. Также задолженность можно получить непосредственно в отделениях МФЦ, расположенных по адресу город Сибай, Горького 74К. В момент обращения за любыми услугами там также можно получить задолженность по имущественным налогам. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Если хотите получить за кого-то другого, то обязательно нотариальная доверенность и соответствующие документы. По словам налоговиков, им нередко приходится отвечать и на вопросы о том, по какой из двух квартир, находящихся в собственности, применяется налоговый вычет. Можно ли пользователю личного кабинета налогоплательщика получить уведомления почтовым сообщением и так далее. В свою очередь, они призывают сибайцев своевременно рассчитаться по своим налоговым обязательствам. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.